Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования, ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Театрально-концертный зал Грозного собрал всех председателей первичных организаций на Республиканском профсоюзном форуме. Открытие компьютерного курса. Профсоюз поставил себе новую цель – научить председателей первичек компьютерным азам. Курорт Черноводск-Кавказский стал вторым домом для профактивистов. На семинары обучались, делились опытом и оздоравливались. Этим летом курорт Черноводск-Кавказский стал вторым домом для профактивистов. Здесь они обучались основным профсоюзным азам, общались между собой, делились опытом и, главное, оздоравливались. Как мы все знаем, курорт представляет уникальные процедуры, и лучшее место для проведения семинара было бы трудно найти. Очередную лекцию для участников семинара читал председатель комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Асламбек Джунаидов. Он рассказал о состоянии и перспективах дошкольного образования и этапах его развития на сегодняшний день. И отметил, что совмещать приятное с полезным – редкая удача. И его слушателям стоит извлечь из этих курсов максимальную пользу. وقال ويدانا بحال براتو خيل جوبيا ما سيدي قحيه دو قحيه يشتغل خيلنا там дошкольное образование 14 тысяч семья получает свой кусок хлеба. Доктор Мадуэль, школочка Мелдохдо, то есть Мелдох Белмеск ежедневно я уже. Постоянно глава проводит совещания, рабочие места создавать, и молодой специалист устраивать. Это тоже, например, поручение постоянного характера для нас. Устраивать постоянно молодых специалистов, принимать на работу. Ищите орден внимания, бахтыжа, сей кусок долгаш. Поэтому нам интерьер шхильчи, тхаш бахандош, и так вяжется вот то. Я хюту, дён ладу той остахае. В республике что ни день открываются школы и детские сады. Но вместе с тем растет и рождаемость. Потому для нашего региона нехватка детских учреждений пока еще актуальная тема. Участники встречи не могли не поднять этот вопрос. Я проживаю в поселке Грозненский, Старопромысловского района. У нас поселок с населением 2500 людей. Но у нас нет действующего садика. И приходится вывозить детей на новую остановку, городок Маяковского, кому положение позволяет, частный садик. И как нам быть? Из-за того, что сега на какую мощность детский сад ездит. Того, что от балана, тахана 258, ее мертвым точно, если память не изменяет, выделить участок еще. Керчин типовой проект 60 лет начиная от 60 мест и кончая 280 мест проект Керчин типовой швайкнаю. Так все опирается в финансирование, финансирование хан объект аюдо токичи до. Конечно, были вопросы, интересные вопросы, также мы постарались на них ответить. Формат был очень интересный, мне очень понравилось, я доволен нашей работой и надеюсь, что такие семинары, такие совещания в таких прекрасных местах у нас будут еще и еще, и это не первый и не последний раз. Хизир Магомедович отметил, как важно развивать свои профессиональные навыки, заниматься самообразованием и быть ответственными в своей работе. Он выразил надежду на то, что все участники семинара получили не только много полезной информации, но и полноценно смогли воспользоваться для обмена опытом дискуссионной площадкой, специально организованной для них в Черноводске. Также на семинар кураторов первичных профсоюзных организаций приехали и известные научные деятели с тем, чтобы поделиться своим опытом работы с педагогами. Участники семинара, в свою очередь, поблагодарили организаторов за предоставленную возможность пополнить багаж своих знаний, выслушать полезные и интересные лекции и пройти санаторное оздоровление. В президентском лицее состоялась республиканская педагогическая конференция «Итоги государственной аттестации в Чеченской Республике в 2015 году и задачи по повышению качества образования», в которой приняли участие представители профсоюза образования. Смотрим сюжет.
В работе конференции приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Кравцов и заместитель руководителя Анзор Музаев, директор Департамента государственной службы кадров и управления делами Владимир Голубковский, ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Евгений Маливанов и представители профсоюза образования республики. Согласно докладу, в республике в 2015 году для сдачи единого государственного экзамена было зарегистрировано примерно 20 тысяч человек. Результаты ЕГЭ 2015 года невысокие, но объективные. По результатам единого государственного экзамена 554 участника показали результаты от 70 до 100 баллов. Результат 100 баллов не показал ни один из участников ЕГЭ, отметил министр образования. Гости заявили, что готовы предложить Чеченской Республике детальный план по повышению качества школьного образования. По анализу результатов ЕГЭ необходимо выстраивать работу с образовательными учреждениями, повышать квалификацию учителей, создавать условия для того, чтобы школьники могли получать равное по качеству общее образование в любом учреждении, отметили участники конференции. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Я, как педагогический работник, имеющий право на длительный отпуск сроком до 1 года, находилась в отпуске в течение 7 месяцев. Когда пришло время выходить на работу, руководство школы объявило, что я не могу занять ту должность, с которой уходила в отпуск, так как на мое место принят другой работник. Взамен предложили другую работу с меньшей нагрузкой, несмотря на то, что я была не согласна. Правомерно ли это? В соответствии с пунктом 10 положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 1 года, который утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации 7 декабря 2000 года за номером 3570, за педработниками, находящимися в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы и должность, а также педагогическая нагрузка, но при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам, а также количество учебных классов. Мой оклад как работника, обслуживающего вспомогательного персонала образовательного учреждения, ниже, чем действующий минимальный размер оплаты труда – 5965 рублей. После налоговых удержаний на руки я получаю и того меньше. Поясните, пожалуйста, удерживается ли налог с зарплаты уровня минимальной оплаты труда? Если да, то в каком размере? Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом указанная статья Налогового кодекса, как и Налогового кодекса Российской Федерации в целом, не предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ в том случае, если размер заработной платы работника равен или меньше минимальному размеру оплаты труда. Поэтому НДФЛ в общем порядке, то есть в размере 13%. Имеют ли право коммунальные службы отключать домовладение от газа за долги в период отопительного сезона? В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года за номером 549 о порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам, поставщик газа имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абоненту. До отключения поставщик обязан направить абоненту 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и о его причинах. Направление первого уведомления осуществляется не позднее, чем за 40 календарных дней, а второго не позднее, чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа. Если поставщик газа не обеспечил соблюдение вышеназванной процедуры, то вы можете обжаловать его действия в прокуратуру или в суд, и решение будет в вашу пользу, но долго платить все равно придется. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Каждый год в театрально-концертном зале Грозного собираются профактивисты. Около 700 председателей первичных организаций на Республиканском профсоюзном форуме. В 2015 году профсоюз образования принял много важных решений. В частности, по укреплению структуры организации профсоюза, введению кураторов и уполномоченных первичной организации, по порядку оказания материальной помощи и оздоровлению. Но все по порядку в следующем материале.
На этот раз около 700 председателей первичных организаций съехались на Республиканский профсоюзный форум. О мерах по развитию организационной структуры профсоюза, укреплению финансовой части и рационального ее использования с докладом перед собравшимися выступил Хизир Герзелиев. Он рассказал о работе, проведенной Республиканским профсоюзом образования за первое полугодие 2015 года. В частности, Республиканский совет принял ряд новых решений по укреплению структуры организации профсоюза, введению кураторов и уполномоченных первичных организаций, по упорядочению порядка оказания материальной помощи и оздоровления. Тот, кто читал нашу хронологию борьбы и труда, не мог не заметить, что об этом постоянно мы говорим на протяжении последних 30 лет. Давайте еще раз их вспомним. Во-первых, организовывать и создавать в коллективах рабочую творческую обстановку. Во-вторых, обеспечивать условия для постоянного роста и развития профессионального мастерства педагога. И в-третьих, самое главное, улучшить его материальное положение. Эти предложения не новые. Они сформулированы еще на заре советской власти, когда была поставлена сверхзадача поставить учителя в обществе на такую высоту, на которой он никогда не стоял. В работе форума также приняли участие советник главы Чеченской Республики Тамерлан Алиев, председатель Совета профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтыгереев, заместитель министра образования Абдурахман Каимов, а также члены Президиума Республиканского Совета профсоюза. Совсем недавно, в течение нескольких дней, мы проводили диагностику, входную диагностику среди 11-классников нашей республики. Значит, там дети показали 0 результата. Практически по 3 предметам. По русскому языку, по математике, по обществознанию. Нам нужно начинать движение вперед. Мы практически были последними среди всех субъектов Российской Федерации, когда обсуждался профессиональный стандарт педагога. Конечно, в системе образования много проблем. Не надо перекладывать на недоработки системы образования, в которых есть эти недоработки, на профсоюз образования. Если делить все так, каждому свое, то каждому свое. В Российской Федерации можно на пальцах одной руки сосчитать профсоюзные организации, которые могут собрать 800 человек не на митинг, а на форум и провести его. Вы таковыми являетесь, вы их регулярно проводите и проводите на высочайшем уровне. Как содержательном, так и рассудном плане. После официальной части состоялось награждение, приуроченное ко Дню учителя и Дню воспитателя. Более 250 профсоюзных активистов и членов профсоюза были отмечены почетными грамотами правительства, парламента, Министерства образования республики, а также денежными премиями и грантами профсоюза. Много награжденных. Из около 700 участников форума более 300 награждены почетными грамотами, различные награды получили, денежные поощрения. Я думаю, что это станет еще большим стимулом для педагогов и воспитателей воспитательной, образовательной деятельности. По моему мнению, и мне кажется, по мнению всех присутствующих, присутствующих было очень много, около 800 человек, форум состоялся. Почему? Потому что он был очень оживленный, он имел в себе очень много награждений, высказываний. Я думаю, что должное внимание со стороны Рискома помогает осваивать новые проекты, законодательство, программу образования. В течение этого года профсоюзом проведено очень много разнообразных мероприятий, направленных на усиление мотивации профсоюзного членства, совершенствование информационной работы среди членов профсоюза, методическое обеспечение деятельности первичных организаций и многое другое. Но была еще одна проблема. В современных условиях для профактива важно научиться работать с информационными ресурсами. Проще говоря, профсоюз поставил себе новую цель – научить председателей первичек компьютерным азам. Итак, как вы видите, окно данной программы и окно обычной папки, вот эта часть, одним словом, они имеют почти
один и тот же вид, видите, то есть закрыть, развернуть. Мы живем в эру компьютерных технологий. Каждый день миллионы людей работают с офисными приложениями, поэтому компьютерные курсы для начинающих пользуются большой популярностью. От того, насколько эффективно вы умеете пользоваться основными компьютерными программами, зависит результативность и качество вашей работы в целом. Компьютерные технологии по сложности не уступают вождению автомобиля, однако многие относятся к этому вопросу легкомысленно, а потому это сказывается на работе. Так как я являюсь еще куратором первичной профсоюзной организации в Солнечном районе, мне часто приходилось отправлять документы по электронной почте, принимать, отправлять и принимать их. Так как я не умела пользоваться компьютером, то есть нельзя сказать, что я совсем не умела. Умела набирать, власть в интернете, а вот с электронной почтой у меня была большая проблема. Поэтому часто мне приходилось прибегать к помощи своих коллег, просить их, чтобы они мне отправляли письма, принимали. Но из-за того, что нам организованы вот эти курсы, сегодня, где в третий день мы занимаемся, вот уже сегодня можно сказать, что я сама могу без всякой помощи сама отправлять письма, принимать их. Компьютерной грамотности нужно учиться. Для этого и открыли компьютерный курс на базе профсоюза образования. На этих занятиях обучающиеся ознакомились с известными программами, профсоюзными сайтами, научились поиску полезной информации в интернете, сохранению отдельных текстовых и графических файлов из интернета. Специалист очень доступно все это объясняет, и мы применяем на практике. Я лично на практике применяю вот эти знания, полученные на этих курсах. 10 школ под моим руководством, кураторством. И благодаря этим курсам я работаю со своими председателями правкомов. Профактивистам помогут наладить дружеские отношения с вычислительной техникой, ведь это возможность в любом возрасте и при любом уровне начальной подготовки, и даже при ее полном отсутствии, освоить азы компьютерной грамотности, начать пользоваться компьютером безбоязненно, а затем, шаг за шагом, углублять свои навыки владения им. Люди имели нулевые, можно сказать, даже знания о пользовании компьютером, то есть умение было не на достаточно высоком уровне для уверенного, можно так сказать, использования компьютера и работы с ним. На сегодняшний день уже идет третий день семинаров обучающих, люди уже могут проводить первоначальные манипуляции по работе в операционной системе Windows, открытие файлов, перемещение документов, работа в текстовом редакторе Microsoft Office Word. Также сегодня у нас по плану будет работа с электронной почтой, создание, отправка и прием писем. То есть все, что необходимо, основная работа, которая им пригодится в первичных профсоюзных организациях уже у себя на местах для реализации своих основных задач. В скором времени будет открыт отдельный кабинет, компьютерный стационарный класс. У руководителей курса много работы впереди. Обучение должны пройти более 800 председателей первичных организаций. Год молодежи, объявленный в профсоюзе образования, подходит к концу. Студенческий совет профсоюза образования активно работал весь год и в завершении года решил принять участие в осенней спартакиаде. С 30 сентября по 1 октября среди студентов средних профессиональных учреждений республики прошла осенняя республиканская спартакиада, организованная Министерством образования и науки Чеченской Республики при поддержке профсоюза образования. Впервые Минобразованием проводится вот такое спортивное мероприятие при участии в организационном вопросе профсоюза образования. Основные цели – это широкое привлечение студенческой молодежи к спортивной и здоровой жизни. Пропаганда здорового образа жизни, а также повышение физической и спортивной грамотности студентов. В целом наша спартакиада удалась, все довольны, победители радуются своим победам. Учитывая то, что у нас объявлен год молодежи общероссийским профсоюзом образования, в наш план года молодежи входило именно такое мероприятие, как спартакиада. Свою спортивную подготовку демонстрировали участники 21 команды. Открытие спортивного мероприятия состоялось на базе Чеченского техникума энергетики.
Ребята соревновались в беге на дистанциях 60 метров, подтягиваниях на перекладине, волейболе, поднятии гирь и армрестлинге. Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. Мероприятие, больше очень много участников, по 10 команд с каждого учреждения, получалось более 200 человек. Но сейчас мы вот на данный момент завершили финальное соревнование, вчера проходили отборные. В организационном моменте в этом году нам очень активно помог профсоюз образования. Во всех мероприятиях, по крайней мере, страна старается принять участие, поэтому мы хотим тоже сказать большое спасибо. Закрытие спартакиады состоялось в строительно-техническом техникуме. По мнению организаторов, подобные мероприятия позволяют привить будущим специалистам основы здорового образа жизни и улучшить их спортивную форму, а главное – повысить командный дух в учебном заведении. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ru. До новых встреч. Адикюш.